Раз. Все? Угу. Ну, давайте. Все. Уважаемые коллеги, еще раз добрый день. Мы приносим свои извинения за технические неполадки. Я надеюсь, что сейчас вы все меня слышите. Я еще раз рада вас приветствовать на очередном заседании Республиканского методического объединения директоров общеобразовательных организаций Республики Коми. И повторяю, что у нас очень важна сегодня повестка, и она посвящена самому важному, что мы должны в жизни делать, это оберегать, охранять и защищать наших с вами детей. Позади очень напряженный учебный год. Я желаю вам хорошего его завершения, но мне кажется, еще наиболее тяжелое время, такое напряженное, это время летних каникул, когда от наших с вами действий во многом зависит безопасность, жизнь и здоровье наших детей. И сегодня у нас в студии очень много представителей тех ведомств, организаций, структур, которые вместе с нами стоят на страже жизни и здоровья граждан нашей республики. И в данном случае, конечно, мы говорим о наших детях. И я рада представить еще модератора нашего сегодняшнего совещания. Это, вы уже знаете, Волкова Анжелика Васильевна, заведующая Центром воспитания и социализации личности, детских и молодежных инициатив дополнительного образования нашего Коми Республиканского института развития образования. Я думаю, что вы сегодня услышите все то, что, в принципе, вы должны знать о необходимых мероприятиях в период летней кампании, но пополним свои знания, может быть, чем-то новым, на что-то обратим внимание. Я думаю, что имеет смысл взять на карандаш все то, о чем сегодня будут говорить наши коллеги. И я желаю вам, чтобы мы 1 сентября пришли в свои образовательные организации, не потеряв тут свой, не дай бог, кого-то или даже из нашего комплекса имущества. Хорошего всем лета. И, конечно, все, что мы можем, мы должны сделать для того, чтобы защитить наших детей. Безопасность во главу угла летней кампании 2022 года. Хорошего вам, спокойного лета. Анжелика Васильевна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну что, мы начинаем реализацию нашей программы, повестки нашего заседания. И я первым передаю слово Ивлеву Сергею Владимировичу, главному специалисту отдела организации надзорных и профилактических мероприятий, Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми с докладом «Обеспечение пожарной безопасности на объектах отдыха и оздоровления детей, а также в быту». Пожалуйста. Добрый день всем участникам совещания. В 2022 году органами государственного пожарного надзора взято на учет 460 организаций отдыха детей и их оздоровления. С начала года нами проведено 30 контрольно-надзорных мероприятий с соблюдением требований пожарной безопасности на указанной категории объектов. По состоянию на сегодняшний день нарушения требований пожарной безопасности имеются в 59 организациях, то есть в 59 организациях действует предписание об устранении нарушений обязательных требований. Основные нарушения указаны на слайде. Это содержание в неудовлетворительном состоянии эвакуационных путей и выходов, неисправность системы автоматической противопожарной защиты, либо нарушение требований по их содержанию, неудовлетворительное состояние электрооборудования и электропроводки. Федеральный закон о пожарной безопасности определяет пожарную безопасность как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. В свою очередь, пожар – это неконтролируемое горение, которое причиняет материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, также вред интересам государства и общества. Обеспечение пожарной безопасности объектов детского отдыха и оздоровления детей достигается посредством выполнения требований пожарной безопасности в процессе подготовки учреждения до начала летней оздоровительной кампании, также в период его функционирования. Требования пожарной безопасности – это специальные условия социального и технического характера, установленные федеральными законами и иными нормативными документами Российской Федерации в области пожарной безопасности. К нормативным правовым актам относятся федеральные законы, в частности, Федеральный закон о пожарной безопасности и иные нормативно-правовые акты, такие как постановление правительства 1479 об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации. К нормативным документам относятся национальные стандарты, своды правил.
соответствии с федеральным законом 123, технический регламент о требованиях пожарной безопасности, каждый объект должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, которая включает в себя. То есть 3 условия: система предотвращения пожара, система противопожарной защиты и комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Первое условие – это система предотвращения пожара. Это значит такие меры, которые предотвращают и исключают условия возникновения пожара. Например, применение негорючей отделки, негорючих строительных материалов, изоляция горючей среды от источника зажигания, ну и другие подобные меры. Следующее – это система противопожарной защиты, так называемая защита людей и имущества от опасных факторов пожара. К таким системам относятся автоматическая пожарная сигнализация, системы дымоудаления, системы оповещения людей о пожаре и другие подобные системы, которые нам помогают своевременно увидеть пожар и эвакуировать людей. Ну и третье – это комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, так называемый противопожарный режим, который в себя включает правила поведения людей, порядок содержания территорий в период их эксплуатации, территорий, зданий и другого оборудования. То есть, вот, что в принципе самое важное для персонала учреждений. Обеспечивать функциональность всей системы является обязанностью правообладателя и собственника объекта, то есть руководителей как должностных лиц. Для организации противопожарного режима на объектах летнего отдыха до начала эксплуатации проводятся следующие мероприятия. Назначается лицо, ответственное за пожарную безопасность, организуется обучение мерам пожарной безопасности сотрудников и персонала по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Актуализируется инструкция о мерах пожарной безопасности, проводится ревизия электросетей и электрооборудования, имеющихся первичных средств пожаротушения, осмотр содержания путей эвакуации. Объекты детского отдыха обеспечиваются телефонной связью, ручными фонарями и средствами индивидуальной защиты органов дыхания из расчета не менее одного средства на каждого дежурного. Определяются места для курения за территорией лагеря, за территорией учреждения. В процессе эксплуатации объекта необходимо обеспечить постоянный контроль за работоспособностью систем противопожарной защиты. Это вот сигнализация, оповещение, дымоудаление, системы коллективной защиты. Вот, все это должно постоянно функционировать и постоянно проверяться. На объектах с круглосуточным пребыванием людей организовывается круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, обеспеченного всеми средствами, такими как телефонная связь, ручными фонарями, источниками, системами защиты органов дыхания. В процессе эксплуатации зданий запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского отдыха и досуга. Вот в некоторых лагерях любят устраивать на чердаках такие огоньки вечерние, где под гитару там что-то рассказывают друг другу, общаются. Вот таких вещей вот в таких категориях помещений, как цокольные этажи, чердаки, подвалы, делать исключительно запрещается. Снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов, поэтажных коридоров, также загромождать мебелью и оборудованием эвакуационные пути и выходы. Категорически запрещено размещать детей в мансардных помещениях, деревянных зданий и зданий из других горючих материалов. Не допускать размещения более 50 детей в таких зданиях, а также размещение детей на этаже с одним эвакуационным выходом. Кроме того, обращаю внимание на правила эксплуатации электрооборудования и электросетей. Сейчас в наше время по всей России активно используются так называемые лагеря палаточного типа. Размещаются в палаточных модулях или других некапитальных строениях. Вот такие учреждения требуют особого внимания в обеспечении пожарной безопасности. Вот приведу пример, такой у нас был резонансный случай. 23 июля 2019 года в палаточном лагере туристического комплекса «Холдоми» Хабаровского края в палаточном лагере находилось 189 детей. Вот в результате пожара, который произошел, вот на слайде отчетливо видно, погибло 4 детей, 8 человек получили травмы. Несколько палаточных комплексов были уничтожены огнем полностью. Ну, была такая, в целом, мягко сказать, паника.
Причина пожара послужила нарушение устройства эксплуатации электрооборудования. Обычный бытовой электроприбор был оставлен на ночь и сам загорелся. И вот случилась такая трагедия. Поэтому, если у нас будет все-таки такой лагерь, который, в принципе, планировался, не знаю в итоге, какое решение будет принято, попрошу очень внимательней относиться к пожарной безопасности в таких лагерях. Я сейчас расскажу основные требования, которые предъявляются к такому типу учреждений. Они изложены в разделе 22 правил противопожарного режима. И, значит, являются основные требования такие. Территория такого лагеря должна быть очищена от мусора, а также освещена обязательно в ночное время. Палатки необходимо устанавливать. Вот, палатки необходимо устанавливать группами. Общее количество человек, проживающих в группе, не более 45 человек. Расстояние между группами палаток не менее 15 метров. В палатках для проживания запрещается пользоваться открытым огнем, хранить легковоспламеняющие жидкости и горючие жидкости. Также применять на всей территории палаточного лагеря пиротехнические изделия. В палатках для проживания запрещается прокладка электрических сетей, в том числе по внешней поверхности палатки. Палатки, предназначенные для проживания более 10 детей, оснащаются автономными пожарными извещателями, которые работают на батарейке, кроне, ну и тоже они свободной продажи. Ну, монтировать их, соответственно, должны соответствующие специальности люди. Отдельно хочу остановиться на случаях ложных срабатывания систем автоматической противопожарной защиты, обеспечивающих вывод сигнала обнаружения непосредственно в пожарное подразделение без участия, без дублирования персоналом. Да? То есть, если произошел пожар, сигнал автоматически идет на пункт ПСЧ, и пожарные расчеты выезжают по повышенному уровню вызова, то есть это дети, объекты категории чрезвычайно высокого риска, выезжает туда повышенный вызов, то есть там по 3 машины. А вот в период летней оздоровительной кампании 2021 года на объектах отдыха оздоровления детей республики зарегистрировано 191 ложное срабатывание. То есть 191 раз выезжали на ложное срабатывание профессиональные спасатели. Наиболее частными причинами ложных срабатываний являются действия персонала. Это ремонт, уборка помещений, пыль и так далее. Некачественное техническое обслуживание систем со стороны обслуживающей организации. То есть, да, вы как правообладатели должны следить за обслуживающей организацией, чтобы они просмотрели каждый датчик, продули, ну и всю систему по цепочке. Как я уже сказал, подразделения пожарной охраны выезжают по повышенному рангу от не менее 3-4 единиц техники, что влечет за собой значительные финансовые затраты государства. И, соответственно, если это сельские населенные пункты, где, как правило, одно подразделение пожарной охраны, вот туда вот все уехали, а сельские дома остались, грубо говоря, без защиты. То есть в соответствующее время спасатели приехать туда не смогут. Ну и выводы, соответственно, потом будут делаться, рассматриваться все стороны вот этого вот недоразумения. В целях недопущения ложных срабатываний до начала летней оздоровительной кампании необходимо организовать при участии обслуживающих организаций проверки всей системы противопожарной защиты в целом. По результатам анализа причин ложных срабатываний автоматической пожарной сигнализации принять дополнительные меры по исключению ложных срабатываний, в том числе ремонт. Обеспечить ежедневный контроль за работой автоматических систем противопожарной защиты на объекте, актуализировать алгоритм действий персонала по проверке сработки датчиков и так далее. Также напомню основные действия персонала при обнаружении пожара или признаков горения. Первое, что необходимо сделать, это сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность руководство и дежурной службы объекта. Второе. Задействовать систему противопожарной защиты, если она не сработала автоматически. Везде есть принудительное срабатывание сигнализации, так называемые кнопки, их все видели. Третье. Вывести детей в заранее определенное безопасное место. Место это определяется инструкция о пожарной безопасности, которая должна разработана быть на каждый объект до начала смен. И посписочно посчитать и определить количество эвакуируемых детей. При необходимости отключить электроэнергию. Встретить подразделение пожарной охраны, пояснить сложившуюся обстановку и показать кратчайший путь к месту пожара. Обеспечить подразделение пожарной охраны доступ в любые помещения.
при возможности принять посильные меры к тушению пожара. И последнее, в чем бы я хотел заострить внимание, это проведение противопожарной пропаганды в течение всех смен детского отдыха. Вот в соответствии с федеральным законом о пожарной безопасности и постановлением правительства республики об организации обучения населения мерам пожарной безопасности, в организациях отдыха детей и их оздоровления в каждой смене необходимо и очень важно проводить противопожарную пропаганду. Мероприятия противопожарной пропаганды должны подбираться для каждых детей в зависимости от их возраста, интересов, индивидуально, в каждой группе, каждому отряду и так далее. Как правило, это лекции, показы учебных фильмов, конкурсы, соревнования, викторины различные. С участием наших подразделений, подразделений пожарной охраны республики, практически тренировки по отработке действий возникновения пожара, по эвакуации, распространение наглядной агитации и знаний. С нашей стороны в течение смен будут проводиться инструктивные занятия и профилактические визиты на всех объектах детского отдыха, так что за любой консультацией вы можете обратиться непосредственно к инспектору, который будет к вам приезжать. И он вам все расскажет. Не стесняйтесь, обращайтесь. У меня все на этом. Доклад закончил. Если есть вопросы, прошу задавать. Спасибо, Сергей Владимирович. Скажите, пожалуйста, необходимо ли классным руководителям сейчас, в конце учебного года, проводить инструктажи в родительских собраниях и с обучающимися по пожарной безопасности в летний период? Да, конечно, противопожарные инструктажи это вообще чем чаще, тем лучше, как говорится. Да, внеплановые инструктажи перед каждым таким мероприятием должны проводиться, записываться в журнал, регистрироваться и перед каждой сменой также, и с персоналом, и с родителями обязательно. Даже если, независимо от того, ребенок едет в какую-то организацию отдыха, либо он будет досуг проводить дома, что также опасно, потому что если в досуговой организации он будет под защитой персонала и под присмотром, то дома родители работают, ребенок предоставлен сам себе, конечно, необходимо родителей информировать. Спасибо. На что обратить внимание, когда будут проводить наши классные руководители данную работу, в быту? На что обратить внимание при обеспечении пожарной безопасности? Самое главное, если это мы проводим с родителями, самое главное у нас, конечно, с детьми это детская шалость с огнем, это самые главные риски. То есть надо детям объяснять, как-то проводить на своем собственном примере, показывать, что спички детям не игрушка, газ, огонь и так далее. Это все очень серьезно, какие могут быть последствия. Даже с самыми страшными методами показывать, рассказывать. То есть, это очень серьезно. И детская шалость с огнем – это, наверное, самое важное. И, конечно, не стоит забывать о неосторожном обращении с огнем тоже. Это даже не детская шалость. Детская шалость – это специально, игра. Неосторожное обращение с огнем – это газовая плита, печи, и профилактика пожаров по электрическим причинам. То есть оставление электронагревательных приборов без присмотра. И еще родителям, конечно, необходимо знать и всегда проводить такую работу, как не оставление детей в одиночестве в квартирах и частных домах. Особенно малолетних, В этом очень много у нас пожаров по детской шалости. Это элементарно дети играли с зажигалкой на кровати, матрас зажегся. Что делать дети делают? Дети не выбегают на улицу, никуда не идут, они прячутся под кровать. И потом трагические последствия от угарного газа, отравления продуктами горения. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Уважаемые руководители, я напоминаю вам, что вы можете задать вопросы нашим экспертам в чате, а также в разделе «Вопросы». В чате мы быстрее увидим. Поэтому мы ждем вопросов в течение всего нашего заседания. А сейчас мы переходим ко второму вопросу. Это нормативно-правовые аспекты трудового законодательства в деятельности детских оздоровительных организаций. И я передаю слово Андреевой Светлане Сергеевне, главному государственному инспектору труда Государственной инспекции труда в Республике Коми. Пожалуйста. Всем добрый день. Вторую. Нет, не эти слайды, другие. Сегодня в целях профилактики правонарушений, вот те были которые. Мне бы хотелось обратить внимание всех руководителей тех организаций, где будут открываться, создаваться эти летние лагеря, на оформление трудовых отношений
с работниками лагерей. Переключать слайд мне нужно. Итак, требованиями трудового законодательства, Трудовым кодексом предусмотрено, что трудовые отношения оформляются в виде оформленного трудового договора. Никаких исключений здесь нет, поэтому трудовой договор в обязательном порядке составляется. Один экземпляр выдается на руки работнику. И здесь я бы хотела обратить внимание на то, что в данном случае работники, педагогические работники, которые у вас имеются в организации, это, например, учителя, там, не знаю, учитель математики, учитель начальных классов, он автоматически быть воспитателем в лагере не может. Вы должны понимать, что это две разные должности. Поэтому если у нас лагерь организовывается только на какой-то период, на летнее время, да, и у нас там предусмотрена должность воспитателя, то в этом случае тех работников, которые у вас уже есть в организации, вы можете оформить в виде совместительства. Вот на слайде вы можете посмотреть, да, это 60.1 статья Трудового кодекса. Вы можете оформить срочный трудовой договор с каким-то работником со стороны, принять его на период действия данного лагеря. И можно вашего учителя перевести на другую должность временно с согласия учителя. Вот тут на слайде вы видите, что у нас обязательным документом, да, является штатное расписание. И хочется обратить внимание, что перевод на должность, либо оформление, допустим, возложение дополнительных обязанностей, оформление работника там по совместительству, по тем должностям, которые в штатном расписании организации не предусмотрены, невозможно. Это будет однозначно нарушение. То есть если вы понимаете, что, допустим, у вас регулярно, да, на лето организуется лагерь, либо только в этом году, то вы должны внести изменения в штатное расписание, предусмотреть те должности, которые будут вам необходимы для организации детского отдыха, и на эти должности уже принимать сотрудников. Тут я хотела бы обратить ваше внимание на те документы, которые мы берем у работника при оформлении трудового договора. 65-я статья Трудового кодекса предусматривает весь перечень тех документов, которые необходимы. Ваше внимание хотела бы обратить на квалификацию. Закон об образовании для работников, которые работают именно с детьми, да, предусматривает обязательные требования к квалификации. 195.3 – это статья Трудового кодекса, которая регулирует применение профессиональных стандартов. На сегодняшний день профессиональные стандарты обязательны только в тех случаях, когда они предусмотрены федеральными законами. Вот как раз в случае приема на работу педагогического работника требования профстандарта будет обязательно. Поэтому тех людей, которых вы будете принимать на работу в должности, допустим, воспитателя, да, обязательно смотрим, есть ли у него образование и какое. То есть если у нас человек, допустим, имеет незаконченное образование, то и при этом у нас профстандартом не предусмотрена возможность приема на работу, то, соответственно, это будет однозначно нарушение. По медицинским осмотрам. Значит, на сегодняшний день приказом 29Н предусмотрены требования для прохождения медицинских осмотров вообще работников всех, да, и вот там в обязательные категории работников, которые подлежат обязательным медицинским осмотрам, как раз относятся педагогические работники. Обращаю внимание, что все медицинские осмотры проводятся за счет средств работодателя. Порядок проведения медицинских осмотров должен быть уже внутри трудовых отношений. Еще раз обращаю внимание, что сначала мы заключаем трудовой договор, дальше направляем на прохождение медицинского осмотра. После получения медицинского заключения допускаем работника до исполнения трудовых обязанностей. В случае, если по результатам медицинского осмотра будут выявлены какие-то состояния здоровья, которые не будут давать возможность исполнения тех обязанностей, на которые вы принимаете работника,
то в этом случае трудовой договор аннулируется. Такая возможность предусмотрена Трудовым кодексом, поскольку работник ни одного дня не проработал. Я тут хочу обратить внимание, да, работодателей, что очень часто вот этот вот порядок, он нарушается. Сначала посылают работника на медосмотр, а потом только заключают трудовой договор. Поэтому вот сначала мы оформляем работника, он у нас должен стать работником организации, только после этого мы его направляем уже на прохождение медицинского осмотра. Ой, нечаянно переключила, извиняюсь. Так, но еще раз я думаю, что для руководителей образовательных учреждений это не новая нормативная база, да, как те работники, которые у нас не могут вообще заниматься педагогической деятельностью. Но я все равно сделала отметочку. Еще эти слайды, я думаю, что будут разосланы, да, руководителям организации, чтобы у вас эта нормативная база перед глазками была. Обращаю внимание на продолжительность рабочего времени. Педагогические работники у нас пользуются гарантией в виде сокращенной продолжительности рабочего времени, не более 36 часов в неделю, независимо от того, мужчина это или женщина. Приказом Минобрнауки 1601 предусмотрена продолжительность нормы рабочих педагогических часов. И вот на следующем слайде, чтобы было понятно, да, что рабочее время педагогических работников, оно как бы подразделяется на две категории, если можно так сказать. Это вся работа, которую исполняет педагогический работник, и учебная, педагогическая, то есть только та работа, которая непосредственно проводится с детьми. Так вот, приказом 1601 регулируется продолжительность именно педагогической работы, а общая норма рабочего времени предусмотрена именно 36 часов в неделю. То есть возможно, что 36 часов в неделю, а из них только 18 педагогической работы. Вот поэтому, например, для воспитателей детских садов вся работа, все 36 часов, она будет являться педагогической, потому что они все 36 часов работают с детками. При этом, допустим, учителя, у них работа как раз делится вот на две вот эти половины. Непосредственно работа с детьми и работа, допустим, методическая какая-то. Вот тут у нас будет уже подразделение по педнагрузке. Ну и обращаю внимание, да, что за нарушение требований норм трудового законодательства предусмотрена ответственность Административным кодексом Российской Федерации. Это статья 5.27. И нарушение требований охраны труда 5.27.1. И вот тут на слайде вы видите, я вам специально сделала акцент на том, что в случае, когда мы выявляем у нескольких работников организации нарушение, допустим, выдачи им средств индивидуальной защиты, там, спецодежды, или они массово не прошли медицинский осмотр, нарушение будет нарушение будет выявлено по каждому работнику отдельно. Работодателей хочу предупредить. У меня пока все. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо, Светлана Сергеевна. Максим Станиславович, посмотрите, пожалуйста, у нас есть вопросы? Я вроде вижу отсюда. Нету, да? Просто идут комментарии, да? Спасибо большое. Да, уважаемые коллеги, конечно же, в записи те, кто зарегистрировались на заседание, в любое время могут пересмотреть данное заседание. И еще в конце нашего заседания мы вам откроем доступ для скачивания всех презентаций. Ну что, мы продолжаем. И я передаю слово Молчановой Юлиане Сергеевне, руководителю группы регистрации и экзаменационной работы Центра ГИМС по Республике Коми. И мы поговорим еще об одном направлении безопасности, обеспечения безопасности наших детей в летний период. Это водная безопасность. Пожалуйста, Юлиана Сергеевна. Здравствуйте, уважаемые участники совещания. Обстановка... Обстановка на водных объектах остается напряженной и вызывает особую тревогу. За последние 10 лет на территории Республики Коми произошло 44 происшествия, на которых утонуло 50 детей.
На 5 происшествиях зарегистрирована групповая гибель детей. 2 и более ребенка. Погибли 11 детей. Самый резонансный случай произошел 21 июня 2016 года. 4 детей в городе Сыктывкаре в районе Кировского парка гуляли без присмотра. Когда один мальчик стал тонуть, сестра за ним бросилась на помощь. Увидев эту ситуацию, которая складывается на воде, их подруга тоже прыгнула в воду для того, чтобы оказать помощь. В итоге 3 ребенка погибли. Также последний случай групповой гибели детей произошел 16 июня 2020 года в Каркировском районе на реке Вычита. 8 подростков в возрасте от 13 до 18 лет отдыхали на песчаном берегу реки Вычита. 2 подростков в возрасте 12 и 14 лет зашли в воду, попали в струю сильного течения, в результате чего от них их далеко унесло от берега. Самостоятельно ребята выбраться не смогли, вследствие чего дети утонули. Тело одного ребенка до сих пор не найдено. Рост гибели детей зафиксирован в 2013 году, когда погибло 8 детей, в 2014 году 7, в 2018 8, в 2020 году 8. Пик гибели детей приходится на 2021 год, где погибло 9 детей. Первая гибель ребенка в 2021 году произошла 7 июня 2020 года в Удорском районе. Причиной гибели у нас оказалась бесконтрольной со стороны взрослых. На следующем слайде приведена обстановка на водных объектах, связанная с гибелью детей, в том числе детей. Мы видим, что каждый год у нас гибнут дети. За это время погибло 50 детей, а это уже, к сожалению, 2 полноценных класса. Во всех случаях дети находились у воды без присмотра со стороны взрослых. При падении в воду не смогли справиться со скоростью течения, а также холодная вода и плохое умение детей плавать способствовали тому, что дети утонули. Причиной роста гибели детей в 2020 и в 2021 году является то, что на территории Российской Федерации из-за ограничения распространения коронавирусной инфекции были закрыты детские сады, школы, детские площадки и летние оздоровительные лагеря. С детьми не проводились беседы в полном объеме, и в связи с этим допущена у нас такая большая гибель детей. Основными причинами гибели детей являются безнадзорность у детей со стороны взрослых, несоблюдение правил безопасного поведения на воде, купание в необорудованных или запрещенных местах, где отсутствуют спасатели, и необеспеченное несоблюдение правил закупающимся, слабая профилактическая работа среди детей и несоблюдение требований безопасности при эксплуатации на маломерных судов. Несмотря на предпринимаемые усилия в сфере профилактики, гибель детей допущена в прошлом году в Сыктывкаре 3 ребенка, в Усть-Куломе 2, в Усть-Выме, в Сысольском и Удорском районе по 1 ребенку. Поэтому наша с вами задача на ближайший летний период 2022 года провести активную агитационную профилактическую работу, и только от того, как будет организована и спланирована наша работа, зависит безопасность детей. Детям необходимо довести информацию на школьных родительских собраниях в обязательном порядке с доведением информации по требованиям безопасности на воде, действия в чрезвычайных ситуациях, с распространением наглядной и памятной агитации. Также я бы хотела попросить вас призвать к взаимодействию с нами наши инспекторские подразделения, которые находятся во всех муниципальных районах, напрямую действовать либо с ними, либо обращаться с заявками непосредственно в центр ГИМС, для того, чтобы мы связали вас с подразделением. Наша задача провести профилактические мероприятия в каждой смене, довести до каждого ребенка информацию по требованиям безопасного поведения на воде. При проведении таких мероприятий мы не только проводим устные беседы, но также демонстрируем средства спасения, такие как конец Александра, спасательный круг, спасательную веревку, где дети на практике уже в игровой форме пробуют использовать данные средства спасения. На родительских собраниях, конечно, главная задача, чтобы родители довели эту информацию, и мало того, что провели беседы с детьми, необходимо быть примером своим детям, необходимо самим соблюдать требования безопасности. В летний период отдыхать на воде только в местах массового отдыха у воды, которые официально разрешены. В этом году будет у нас всего, на данный момент еще пока точной информации нет, но примерно запланировано 4 пляжа, где будет официально разрешено купание. На всех остальных местах массового отдыха купание
категорически запрещено. Причины там совершенно разные. Это могут быть и сильное течение, водовороты, также пробы воды несоответствия. Поэтому, отправляясь в день, купаться может только в тех местах, которые официально оборудованы. Все официальные пляжи будут официально размещены на сайте Главного управления МЧС России по Республике Коми. Также там есть информация по всем инспекторским подразделениям, с кем можно было бы связаться для того, чтобы инспекторский состав пришел на проведение профилактических беседы на школьные площадки и в детские лагеря. Также у нас в этом году запланированы акции профилактического характера, такие как «Научись плавать», за детскую безопасность, безопасность детей в летний период. Необходимо в каждой акции принять активное участие. Чем больше мы будем принимать с детьми участие в таких мероприятиях, тем дети будут легче запоминать и принимать и соблюдать эти требования безопасности. У меня все. Есть ли какие-то вопросы? Спасибо, Юлиана Сергеевна. Уважаемые коллеги, не забываем задавать вопросы, потому что они потом возникают у вас уже после того, как наши эксперты уходят. Ну, а я передаю слово Гордееву Юрию Владимировичу, сотруднику отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Коми, который расскажет нам, как организовать перевозки детей к месту отдыха и обратно в период летней оздоровительной кампании 2022 года. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники совещания. Хотел бы довести основные требования к перевозкам детей автобусами. Правила организованной перевозки детей утверждены постановлением правительства 1527. В принципе, он с 2020 года, все уже многие с ним знакомы, и последних изменений за 2 года не было. Итак, что же такое организованная перевозка детей? Понятие дается в правилах дорожного движения. Это перевозка автобуса, относящаяся к маршрутному МТС, группы детей, численность 8 и более человек, осуществляем без их родителей или их законных представителей. То есть, если детей меньше 8, то это уже не будет считаться организованной перевозкой, то есть не будут распространяться данные правила. Вот. Так, требования, предъявляемые к автобусам. То есть автобус, на котором будут перевозиться дети, должен быть технически исправен. Также должно быть обеспечено наличие тахографа и аппарата навигации ГЛОНАСС ЗПС. Должен быть оснащен проблесковым маячком на крыше оранжевого и желтого цвета и опознавательными знаками организованной перевозка группы детей спереди и сзади. Немножко хотел бы остановиться на проблесковых маячках, так как видимость, когда работает маячок, должна быть обеспечиваться горизонтальной плоскости на 360 градусов. Как показывает практика, на больших автобусах, начиная уже на Распазика и заканчивая большими автобусами, как УФАС, МАЗ, МАМ, как правило, установлен один маячок спереди, его сзади уже не видно. То есть, как бы такие автобусы, то есть, должно быть обеспечено именно 360 градусов, то есть либо устанавливать дополнительно еще сзади маячок, либо на какой-то, не знаю, конструкции в основе, чтобы маячок было видно и спереди, и сзади. Также автобус должен быть оснащен ремнями безопасности, медицинской аптечкой, огнетушителем. Должна быть в автобусе действующая диагностическая карта и наличие обязательной страховки на транспортное средство. Требования, предъявляемые к водителям детского автобуса. Это стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории D не менее 1 года из последних 2 лет. Также не привлекаешься в течение 1 года к административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством или административного ареста за административное правонарушение в области безопасности дорожного движения. Также обязательно водитель должен пройти предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей и предрейсовый медицинский осмотр. Так, документы, которые требуются для организационной перевозки детей. В принципе, в правилах это тоже все указано. Напомню, это договор фрахтования. В случае, если перевозка осуществляется по договору, то есть автобус арендуется, то договор фрахтования должен быть обязательным.
Также документ, содержащий сведения о медицинском работнике, то есть фамилия, имя, должность, копия лицензии осуществления медицинской деятельности. Здесь хотел бы остановиться, что медицинский работник требуется именно, если осуществляется перевозка на 3 автобусах и более, и перевозка осуществляется длительностью более 12 часов. То есть в остальных случаях это рекомендательный характер носит. В каком обязательно, я уже вам озвучил. Также должны быть списки назначены сопровождающих, фамилия, телефон, список детей, фамилия плюс возраст и номера контактных телефонов и их родителей. Документ содержит сведения о водителях плюс телефон, и программа маршрута, включающая график движения с учетом времени перевозки и места, время остановки для отдыха. Здесь бы тоже хотелось немножко подробно по графику движения остановиться, потому что не раз сталкиваемся, в том числе и сегодня, когда было подано уведомление о перевозке, было заявлено 2 автобуса и 2 водителя. Передвигались они в город Сыктывкар-Архангельск, и время движения занимало 17 часов. То есть, как вы понимаете, один водитель 17 часов без отдыха находиться не может. То есть, естественно, уведомление было развернуто, перевозка не рекомендована. То есть обращайте внимание на режим работы труда и отдыха. Режим труда и отдыха водителя регламентируется приказом Минтранса. Сейчас можете зачитаю. Номер 424, приказ Минтранса от 16 октября 2020 года. То есть там приведен режим работы труда, то есть требования водителя. Так, про сопровождающих. Должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечивает назначение сопровождающих в каждый автобус, предназначенный для перевозки детей. Количество сопровождающих на один автобус назначается из расчета нахождения у каждой двери автобуса. Если при перевозке детей используется 2 и более автобуса, назначается 1 старший ответственный. Старший ответственный координирует все действия водителей, ответственных по автобусам. Как правило, не как правило, а старший должен находиться в автобусе, который замыкает колонну. Тоже немаловажное правило, которое присутствует в постановлении правительства, то, что с 23 вечера, ночью уже до 6 утра запрещается любая перевозка детей автобусом. Правда, здесь тоже есть исключение. Допускается перевозка к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение перевозки. Доставка до конечного пункта назначения определенным графиком движения или до места ночлега. То есть тут в том случае, если в пути возникла, допустим, какая-то поломка, которую необходимо было устранить и, допустим, доехать до места ночлега или до места пункта назначения, там, не успеваете ровно до 23, то допускается до ночлега доехать, до пункта назначения. Но при этом во всех случаях после 23 часов расстояние перевозки не должна превышать 100 километров. То есть нельзя, допустим, запланировать такую перевозку, там, забрать детей с ЖД вокзала с Кирова, учитывая, что будет там, в ночное время забрать. То есть это также не допускается, в любом случае, не более 100 километров. То есть, если с Кирова довозить с ЖД вокзала до Сыктывкара, естественно, это расстояние более 100 километров, то есть так планировать перевозку нельзя. То есть уведомление будет отказано в согласовании перевозки. Так, вот переходим как раз к подаче уведомления по организованной перевозке детей. В том случае, если осуществляется 1 или 2 автобусами, уведомление подается в подразделение госинспекции по месту начала организованной перевозки детей. То есть, если это междугородное сообщение, не позднее 48 часов до начала перевозки, если в городском и пригородном, не позднее 24. Опять же, надо отметить, что, в принципе, если у вас перевозка на выходные намечается, да, то желательно все-таки подать заявку в будний день, потому что те, кто рассматривает уведомления, просто в субботу, воскресенье, даже выходной день, люди могут просто не рассмотреть. При рассмотрении перевозки, когда поступает на сайт, либо письмо почтой, там проверяется
действительно действующая диагностическая карта, водитель привлекался, не привлекался, то есть соответствует он требованиям, не соответствует, рассмотрится график движения, то есть может где-то дорогу размыло, еще же, то есть очень много моментов рассматривается в данной перевозке, поэтому желательно подавать все-таки это в будние дни, и, ну, если у вас перевозка, допустим, на воскресенье, то есть не надо ее откладывать на субботу, то есть день, ну, то есть как пока в постановлении написано, не позднее 24. То есть хотелось бы все-таки рекомендовать в рабочее время скидывать, чтобы у инспектора высоты инспекции была возможность проверить данное уведомление. Так, а в случае, если указана перевозка осуществляется 3 автобусами и более, перед началом осуществления такой перевозки подается заявка на сопровождение автобуса патрульным автомобилем подразделения государственной инспекции. Тут рекомендуется подавать приказом МВД России за 10 дней до начала такой перевозки. Так, я думаю, здесь все понятно. Так, переходим получается, к непосредственно самой подаче уведомлений. Сделать это, в принципе, можно, не выходя из рабочего места руководителя либо организатора перевозки. Необходим выход в интернет, набрать сайт, сверху написано ГИБДД РФ, выйдет вот такая страница, переходим к организации, выйдет синее, вот увидим там уведомление о перевозке групп детей. То есть нажимаем эту вкладку, выходит такая форма для заполнения, для подачи уведомлений. Здесь все заполняете, внизу там есть прикрепить файл, то есть обязательно приказом МВД России вышла новая форма 469 от 23 июня 2021 года. То есть также все графы заполняете и прикрепляете к электронному образу. Вот. Конечно, никто не отменяет, если вы почтой направите уведомление, но здесь более информативно, более быстрее. В принципе, проблем уже ни у кого нет, у всех есть компьютер, интернет. В принципе, здесь, наверное, более доступно. Хотелось бы напомнить административную ответственность за нарушение правил перевозки детей автобусами. Регламентировано здесь статьей 12.23 Кодекса административного правонарушения. Как можете увидеть из слайда, штрафы на должностных юридических лиц, в том числе даже водителя, довольно приличные, поэтому будете подавать заявки, то есть внимательно изучите еще раз постановление правительства Российской Федерации 1527, чтобы, так сказать, не нарваться на такие штрафы. В принципе, у меня доклад закончен. Если есть вопросы по данной тематике, чтобы тут также ответить. Спасибо большое, Юрий Владимирович. Наверное, такой вопрос, да, вот спрашивала вот уже у Сергея Владимировича, и сейчас тоже классные руководители будут проводить работу с родителями, обучающимися. Наши дети уже сели на велосипеды, это еще и летний период, кто-то захочет, возможно, в сельской местности покататься без прав. Скажите, пожалуйста, какое наказание вот в данном направлении, если ездят без прав наши несовершеннолетние, на скутерах, на мотоциклах? Как мы знаем, что административная ответственность наступает с возраста 16 лет, то есть до 16 лет водитель несовершеннолетнего ребенка, даже не достигшего возраста 16 лет, административная ответственность, естественно, не может быть привлечен. В любом случае, то транспортное средство, на котором он решил покататься, будет задержано, помещена на штрафстоянку, информация будет направлена в ПДР как карточка. То есть постановка на учет, ну и, соответственно, может быть и штраф, если это в нетрезвом состоянии, например. Да? Ну, опять же, я говорю, 16 лет административная ответственность. Если ребенок никого не собьет, не будет уголовной ответственности. В принципе, к административной ответственности ребенка просто привлечь совершенно любой. Только родители. Спасибо большое. Ну и мы переходим к следующему направлению, тоже очень важное направление в обеспечении безопасности людей, в том числе детей. Это антитеррористическая защищенность на объектах отдыха и оздоровления. Я передаю слово Ульнырову Олегу Васильевичу, заместителю начальника
управления вневедомственной охраны Национальной гвардии по правильно аббревиатуру почитала. Добрый день, уважаемые участники учебного сбора. Прошу прощения, сегодня без презентации, поэтому свою информацию попробую довести в более-менее доступной форме, несмотря на то, что она достаточно сильно перегружена, нагружена тематика требованиями постановления правительства и иных нормативных документов. Все-таки попробуем в этих вопросах разобраться. Итак, непосредственно требования к антитеррористической защищенности объектов территорий, предназначенных для организации отдыха и оздоровления детей, утверждены постановлением правительства достаточно свежим, только 14 мая прошлого года, 2021 года, номер 732. Требования распространяются на объекты, которые включены в соответствующие реестры, которые разрабатываются Министерством территории Республики Коми, соответственно, Министерством образования и науки Республики Коми. В этот реестр у нас, по последним данным, включено 460 объектов. Но имеется одно интересное обстоятельство, что данные требования, предусмотренные постановлением правительства 732, не распространяются на объекты территории, предназначенные для организации отдыха детей и оздоровления, которые организованы образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. А насколько нам видно из этого реестра, подавляющее большинство объектов как раз к этой категории в принципе относятся. Вот. Но это не означает, что на данные организации отдыха детей и их оздоровления, которые организованы на базе образовательных организаций, не существует никаких требований к антитеррористической защищенности. Это сделано по той причине, потому что непосредственно требования к антитеррористической защищенности объектов образования также утверждены постановлением правительства иным 1006 2019 года. Требования к объектам, проще говоря, Министерства просвещения. К ним еще отдельно перейду. В свою очередь, объекты, предусмотренные постановлением 732, подразделяются на две группы. Это объекты территории стационарного типа, который представляет собой комплекс технологических и технических связанных между собой зданий и строений. Ну, то есть из самого наименования понятно, что это некие такие стационарные объекты, привязанные в том числе к земле. Вот. И объекты нестационарного типа. Представляют собой туристские палатки и иные аналогичные изделия, размещаемые в естественных природных климатических условиях. Ну, насколько мне известно, у нас таких объектов практически нет на территории республики. Вот. Соответственно, мы имеем дело только в таком случае с объектами стационарного типа, а у нас их всего 6 по реестру. И все остальные объекты подпадают под действие уже постановления правительства 1006. Перечень требований, который утвержден данными нормативными документами, если мы берем постановление правительства 732, так и 1006, в принципе, они процентов на 90, наверное, совпадают. Их можно также поделить на две категории. То есть это условно поделить. Это те требования, которые требуют определенных решений, финансовых вложений, закупки дополнительного оборудования. То есть это в первую очередь касается организации пропускного режима. Это касается оборудования системами оповещения об эвакуации. Это касается оборудования ряда категорий объектов, начиная от третьей категории, системами тревожных извещений как раз подразделения местной охраны, войск Национальной гвардии, либо в службу 112, ну и так далее. Понятно, что у нас как раз с реализацией этих требований возникают некие определенные сложности. Ну, с этого года ряду образовательных организаций будет уже, возможно, попроще, ввиду того, что в постановлении правительства 1006 внесены изменения, и в рамках которого сейчас проводится перекатегорирование незначительному количеству объектов, как буквально на прошлой неделе у нас была встреча рабочей группы с руководством Министерства образования и науки Республики Коми, то есть порядка 80% объектов предполагается перевод их в 4-ю категорию опасности, а там требования к антитеррористической защищенности значительно ниже. Ну так вот, вернусь к своей мысли. То есть
те требования, которые требуют определенных каких-то финансовых вложений, и требования, которые этих финансовых вложений не требуют. В первую очередь речь идет о обучении работников и детей, которые находятся на объекте. Основным, ну, переводя на обычный, наверное, какой-то более-менее нам всем понятный язык, основным правилом, порядку действий при обнаружении подозрительных лиц, при обнаружении подозрительных предметов и по первичному порядку действий в таких случаях. В этой связи как раз хотел бы обратить внимание всех участвующих руководителей образовательных организаций. Порядок действий, он типовой, характерным. Самое главное при обнаружении таких подозрительных предметов ни в коем случае не оказывать на них никакого воздействия, никоим образом их не трогать, не передвигать, не перемещать. Второе, не допускается пользоваться в непосредственной вблизи от таких предметов подозрительных средствами мобильной связи. То есть надо объяснить детям и надо объяснить в том числе работникам ваших организаций, потому что не нужно снимать на телефон данный предмет, не нужно прямо вблизи них с мобильного телефона звонить, потому что это может спровоцировать, не дай бог, там, если все-таки это будет какой-то опасный предмет, срабатывание взрывного устройства. То есть необходимо отойти на безопасное расстояние и желательно выполнять связь с уполномоченными органами уже по стационарной связи. То есть такие элементарные, общеизвестные правила. Также важнейшим мероприятием, которое тоже, в принципе, не зависит от каких-то серьезных финансовых вливаний, является оборудование помещений наглядными пособиями, где как раз будут размещена информация по порядку действий при обнаружении подозрительных предметов и лиц, информация с номерами телефонов, экстренных служб, должностных и так далее. И немаловажный момент, который предусмотрен обоими постановлениями правительства, это проведение регулярных тренировок. Занятий и тренировок. Вы, тем более лица, которые длительное время работаете в образовательных организациях, я думаю, придумаете интересные формы проведения таких тренировок, возможно, даже в игровой какой-то форме, которая будет интересна и лицам, которые проводят эти мероприятия, занятия, тренировки, так и непосредственно вашим детям, воспитанникам. В свою очередь хочу сказать, что у нас на территории всех муниципальных, столиц муниципальных районов есть, соответственно, наши представители. Почти во всех наших столицах муниципальных районов, за исключением Кировского, Удровского, Ижевского, Уссурийского районов, есть подразделения внеотдельной охраны, войск Национальной гвардии, должностные лица которых вам в любом случае могут оказать всю необходимую практическую, методическую помощь, в том числе при организации проведения инструктажей, занятий, каких-то тренировок, ну и так далее. Все, что предусмотрено постановлением правительства. Или дать вам определенные консультации в этой части. В районах, которых я озвучил, Удровский, Ижевский, Устилимский, у нас есть представители лицензионно-разрешительной работы, за которыми также определенные функции по антитеррористической защищенности закреплены, и они также могут оказать вам содействие в реализации вот этих мероприятий, направленных на антитеррористическую защищенность объектов, где планируется размещение детей на период их оздоровления, в период вот этого каникулярного нашего периода. У меня, в принципе, все. Я готов ответить на вопрос. Спасибо, Олег Васильевич. Уважаемые руководители, если у вас вопросы, пока мы не видим вопросов, мы продолжаем. Значит, я передаю слово Хадан Никите Ивановичу, инспектору по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел Республики Коми, с докладом «Обеспечение безопасности детей в летний период. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях». Добрый день. Начну с доклада. У нас ежегодно на территории Республики Коми реализуется комплекс организационных и практических мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании. Во взаимодействии с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми проводятся мероприятия по организации в летний период профильных смен, различных направлений,
направленности с оплатой путевок за счет средств как республиканского, так и федерального бюджета. Так вот в 2021 году 100 детей наших отдыхало на территории Краснодарского края и Республики Коми в счет бюджета. Как правило, большинство несовершеннолетних, находясь в профильных сменах, в дальнейшем не совершает преступлений и других антиобщественных действий. В последующем снимать с профилактического учета. Я сейчас говорю о тех детях, которые состоят на различных видах учета у нас в подразделениях. Также ежегодно Министерством образования, науки и молодежной политики Республики проводится работа по обучению и подбору квалифицированного персонала для работы в детских оздоровительных организациях, в том числе направлена на соблюдение санитарных норм и правил, создание безопасных условий жизнедеятельности детей, обеспечение качества питания. МВД по Республике Коми также принимает участие в проведении мероприятий с будущими вожатыми о правилах безопасности и поведения в детских оздоровительных лагерях. Ежегодно в МВД Республики Коми разрабатывается план мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в летний период, в котором утвержден состав рабочей группы по координации действий привлекаемых сил и средств органов внутренних дел. В летний период сотрудниками органов внутренних дел за минувший период было осуществлено более 1000 посещений проверок организации детского труда и отдыха. С несовершеннолетними и представителями указанных организаций проведено 859 профилактических бесед. Перед открытием детских оздоровительных лагерей сотрудники полиции совместно с субъектами профилактики проводятся комиссионные проверки на предмет антитеррористической и противокриминальной защищенности. Данные проверки проводятся на протяжении потом всей летней кампании. Охрана в детских оздоровительных лагерях будет обеспечиваться силами частных охранных организаций. Сотрудниками органов внутренних дел запланирован комплекс дополнительных мер по предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних в летний период. В ходе профилактической работы сотрудниками полиции будет уделено внимание контролю за соблюдением антиалкогольного законодательства, а также состоянием правопорядка и общественной безопасности в ходе проведения регулярных проверок мест организованного отдыха детей и подростков. Обращу внимание на результаты проведения летней оздоровительной кампании прошлого года. С негативной стороны отметим организацию детей и занятости воспитанников детского дома номер 17 по городу Печоре, где с 5 по 16 августа 2021 года зарегистрировано 60 сообщений о самовольном оставлении воспитанников указанной организации, то есть самовольный уход они совершали. Этому способствовало отсутствие их общественно полезной занятости, а также попустительство с ненадлежащий контроль со стороны персонала организации. Приведу статистику за прошлый год. Отсутствие целенаправленной работы по занятости подучетных несовершеннолетних оказало негативное влияние на состояние преступности у нас в регионе. Так, у нас за прошлый период несовершеннолетними совершено 27 преступлений, 17 общественно опасных деяний и 183 административных правонарушения. Действительно, при нахождении детей в учреждениях отдыха и оздоровления обеспечиваются благоприятные и безопасные условия для жизни и здоровья. Принимаются меры по профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев на территории, в которой они расположены. В целом, за летний период 2021 года на территории детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории Республики Коми, происшествий и чрезвычайных ситуаций с участием несовершеннолетних не зарегистрировано. Также хочу напомнить, что если ребенок получает травму, руководство учреждения обязано незамедлительно информировать об этом органы внутренних дел. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью детей, влечет за собой ответственность, в том числе и уголовную. Также поступающие в последующем из медицинских организаций сообщения о травмах, полученных детьми в период нахождения в лагере, могут служить поводами для возбуждения уголовного дела или дела административного правонарушений.
целом, на мой взгляд, с учетом профилактики в этом году еще есть над чем работать, чтобы сделать летнюю оздоровительную кампанию менее травмоопасной и более полезной для наших детей. У меня все. Спасибо большое, Никита Иванович. А мы продолжаем. И я вновь передаю слово Светлане Сергеевне. Она расскажет еще о трудоустройстве детей до 18 лет. Пожалуйста. Презентация. Да, презентация. Трудоустройство. Там до 18, да. Еще раз добрый день. Сейчас я бы хотела поговорить именно о оформлении трудовых отношений, поскольку сейчас летом наши с вами дети будут, возможно, впервые вступать в трудовые отношения. И работодателям хочется как бы отдельно, что ли, отметить на те нарушения и на тот порядок, который должен быть оформлен при трудовых отношениях именно с данной категорией лиц. Так, значит, отдельного какого-то оформления трудовых отношений с детьми до 18 лет нет, но при этом есть ограничения. Мы точно так же оформляем трудовой договор, но при этом в условиях трудового договора мы не можем установить испытания, и работа на условиях совместительства запрещена. Но при этом вот работа, например, оформление срочного трудового договора, пожалуйста, тут никаких ограничений нет. Я не смогу, да, сама? Ну, хорошо. Значит, вот на слайде, да, обратите внимание, что ограничения есть по трудоустройству граждан до 14 лет, однако это не касается творческих работников и спортсменов. Вообще трудоустройство возможно детей с 14 лет, с 15 лет, ну, с 16 до 18. Но есть ограничения по условиям трудовых отношений. Все категории детей до 18 лет при трудоустройстве должны проходить медицинский осмотр. И еще раз обращаю внимание, что все медицинские осмотры проводятся за счет средств работодателя. Следующий слайд. Обратите на слайд внимание, тут указаны те работы, на которые мы с вами не можем принять лиц до 18 лет. Это работы, связанные с наркотическими средствами, на работы вахтовым методом, в религиозные организации, в охрану. Еще раз повторюсь, да, что на работу по совместительству, ну и в качестве водителя нельзя принимать детей до 18. Отдельно хочется отметить, что при расторжении трудовых отношений каких-то особого порядка не предусмотрено. То есть если работник пишет заявление по собственному желанию, тут вся процедура обычная, как и для обычного другого работника. Но когда расторжение трудового договора происходит по инициативе работодателя, в каких это случаях может быть? Когда, допустим, сокращение численности штата, да? Либо работодатель привлекает к дисциплинарному взысканию, что, кстати, часто очень бывает, поскольку, ну, наверное, это вот такая особая категория работников, которые еще не очень ответственно относятся к своим должностным обязанностям, и, ну, бывает так, что опаздывают, пропускают рабочие дни, поэтому работодателю возникает желание расторгнуть трудовой договор в связи с привлечением дисциплинарного взыскания. Вот когда инициатором расторжения выступает работодатель, то в обязательном порядке он должен получить от Государственной инспекции труда согласие. Порядок предоставления информации о расторжении трудовым, ну, вообще никаким законодательством не прописан, поэтому в свободной форме предоставляете информацию и прикладываете подтверждающие документы, основания для расторжения трудового договора. Мы даем, ну, свое согласие, либо нет. Значит, для данной категории работников есть ограничения по норме часов рабочего времени.
Если это работники до 16 лет, то в неделю для них норма составляет не более 24 часов, а для работников от 16 до 18 не более 35. При этом хочу обратить внимание, если наш с вами работник приступил к трудовым отношениям в период учебы, он учится не на каникулах и работает в свободное от учебы время, то в этом случае нормы должны быть разделены пополам. Следующий слайд. Также есть ограничения по продолжительности дневной смены. Для работников с 14 до 15 лет это не более 4 часов в день, с 15 до 16 не более 5, и в возрасте до 18 это 7 часов в день. Хочется отметить, что данная категория работников у нас пользуется гарантиями, да, при предоставлении отпуска. Какие это гарантии? Работник данной категории имеет право воспользоваться ежегодным оплачиваемым отпуском до истечения 6 месяцев с момента начала трудовых отношений. То есть по письменному заявлению работника мы не можем ему в этом праве отказать. Отозвать работника такого из отпуска работодатель по инициативе не имеет права, даже если работник согласится на такой отпуск. И нельзя заменять данной категории работников отпуска в денежном эквиваленте. Следующий слайд. Также хочется обратить внимание для работодателей, что при определении должностных обязанностей существуют нормы подъема тяжести. Они определены постановлением Минтруда номер 7. Исключения составляют спортсмены до 18 лет. Можно следующий слайд. Хочется обратить внимание, что обязанностью работодателя является обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Но тут я хочу обратить внимание, что средства индивидуальной защиты не только в отношении данной категории работников до 18, но и вообще, если средства индивидуальной защиты по законодательству работнику положено, а вы их не выдаете, то это однозначно будет нарушением требований трудового законодательства. Вот нормы выдачи спецодежды я на слайде указала, но еще раз повторю, что вот эту информацию, все слайды вы можете получить дополнительно, если есть необходимость. Можно следующий слайд. Значит, данная категория работников невозможно принять на работу в вредные и опасные условия труда. 426 федеральный закон обязывает проводить специальную оценку условий труда всех работодателей, независимо от направления деятельности и формы собственности. 426 федеральным законом предусмотрено, что все условия труда у нас поделены на 4 класса. Но и вредные и опасные, там они еще разделены на подклассы. При трудоустройстве работников до 18 лет мы не можем их принять во вредные и опасные условия. Поэтому работодателю при организации рабочего места необходимо либо провести специальную оценку условий труда, чтобы удостовериться в том, что эти условия могут быть допустимыми для данной категории работников, либо, если мы создаем вновь новое рабочее место, да, то мы можем предусмотреть такие же в трудовом договоре условия, такие же по аналогичным местам. Допустим, у нас был один дворник, мы в штатное расписание внесли еще одного дворника, приняли туда несовершеннолетнего, я абсолютно к примеру, да, но спецоценка на данном рабочем месте не проведена, поэтому мы можем в трудовом договоре указать те условия, которые наличие там спецоценки по предыдущему трудовому договору для предыдущего работника. Можно следующий слайд. Хочется отметить, что специальная оценка условий труда не проводится для надомных работников и дистанционных работников. При этом хочу также сделать отметку, что работники до 18 лет могут быть приняты на работу на условиях дистанционной работы. Поэтому тут ограничений никаких нет. Я думаю, что такая возможность такой работы есть. Да? Это, например, работники до 18 могут, наверное, справиться с работой по оформлению каких-либо сайтов. Да? У них сейчас это лучше всего получается.
Хорошо, давайте следующий слайд. Ну и в заключение, да, хочется сказать, что, ну, во-первых, Государственная инспекция труда всегда придет на помощь, и у нас есть телефон горячей линии, мы консультируем, информируем как работников, так и работодателей. И хочется верить, что при оформлении трудовых отношений с данной категорией работников вы будете соблюдать те запреты, ограничения, которые у нас есть в трудовом законодательстве, поскольку это как раз способствует усилению правовой и социальной защиты данной категории лиц. Да, еще у меня следующий слайд по ответственности. Да, еще раз напоминаю, что ответственность предусмотрена административным кодексом. Если выявлены будут нарушения, то, к сожалению, там предусмотрены штрафы. Но у меня, наверное, все. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо, Светлана Сергеевна. Уважаемые руководители, почему-то у вас нет вопросов. Напоминаю о том, что в чате вы можете задать вопросы нашим экспертам. А мы продолжаем. И я передаю слово Винницкой Татьяне Анатольевне, главному специалисту-эксперту отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Коми с докладом «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям отдыха и оздоровления детей». Добрый день. Значит, у нас впереди, конечно, летняя кампания, у нас очень активно проводится сейчас разъяснительная работа. Мы встречаемся с начальниками лагерей, встречаемся с руководителями образовательных организаций. На сегодня, по данным Министерства образования, у нас идет 450 в плане лагерей. Нет. Моя тема санитарно-эпидемиологическое требование к организации. Значит, по плану Министерства образования планируется к открытию 450 лагерей. На сегодня мы уже выдали 415 санитарно-эпидемиологических заключений. Оставшиеся дни мы должны закончить эту процедуру. И я надеюсь, что все, кто запланировал открытие своих лагерей с 1 июня, они начнут работать в установленном порядке при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Хотелось бы напомнить, что выдача санэпидзаключений с момента подачи заявления, она оформляется в течение месяца. Поэтому все, что сегодня вот мы приняли, сегодня 15 заявлений, мы будем оформлять уже в июне. Кто не успел, то, значит, задерживает свое открытие. Итак, ну, я надеюсь, нашли? Нет, не борщи. Нет. А вы ее скидывали? Я скидывала. Угу. Ну что, я начну так, впереди слайдов, раз так, технически не очень возможно. Значит, существует ряд требований, санитарное правило к организации работы летних оздоровительных организаций. На слайде, который найдем, мы вам покажем, какие санитарно-эпидемиологические требования сегодня существуют. Основное требование к организации детей – это прохождение своевременных медицинских осмотров и гигиенического обучения. Все сотрудники, которые работают с детьми в летних оздоровительных лагерях любого типа, они проходят медицинский осмотр в установленном порядке. В этом году в связи с изменениями, внесенными в санитарное законодательство, сотрудники лагерей с дневным пребыванием не проходят ПЦР-обследование и допускаются к работе при наличии обязательных медицинских осмотров и прививками в соответствии с законодательством Российской Федерации. ПЦР-обследование проходят только сотрудники, которые работают в загородных стационарных лагерях. В отношении работников пищеблока. Все работники пищеблока проходят обследование на рота, астровирусную инфекцию. Это необходимо перед тем, как поступать на работу. Если сотрудник оказывается болен этими заболеваниями, то организация образовательная, если подчиняется работники пищеблоки ей, или оператор питания отстраняют этих работников до выздоровления и повторной сдачи анализов.
Обязательно перед тем, как мы выходим на проверку, а проверки у нас начинаются в 50 образовательных организаций города, с 1 июня мы смотрим о наличии уведомления образовательных организаций о начале открытия, количестве детей, продолжительности смены. Уведомления отправляются не менее чем за 1 месяц образовательными организациями. Если стационарная база, то за 2 месяца. Если лагеря трудоотдыха, они тоже отправляют за месяц о том, что они планируют открывать. Отсутствие уведомления является формальным признаком для составления протокола административного правонарушения. По содержанию лагеря. На сегодня продолжает действовать Санпин 3598-20 о работе образовательных организаций вперед действия, когда существует заболеваемость ковидом. В период действия этих санитарных правил остаются требования, которые должны поддержать определенный дезинфекционный режим в образовательной организации. Это обязательно проведение дезинфекционных мероприятий для профилактики ковида. Это обязательно термометрия, те, которые подходят в лагерь. Наличие обязательно справок на детей. Особенно это касается тех учреждений, которые берут детей со всего города. Ну, допустим, Дворец пионеров. Дети идут со всего города, они должны иметь справку. Обычно это форма 079У, в которой записано отсутствие контакта с инфекционными заболеваниями в течение 21 дня. Такая же информация должна обязательно быть у детей, которые идут в обычный лагерь с дневным пребыванием при школе. Такая информация на каждого ребенка должна быть в медицинском кабинете. Кроме того, в первый день ребенка осматривает медицинский работник, он определяет его состояние здоровья, группу здоровья, физкультурную группу, и все это указывается в рекомендациях для работников оздоровительного лагеря. Эта информация должна находиться у медицинского работника, и все абсолютно дети, которые находятся в лагере, должны быть осмотрены. Что еще по санитарным правилам по ковиду? На сегодня отменены требования по рассадке детей. Так, ну что, возвращаемся? Нет, вы давайте начнем, я еще раз тогда вернусь к требованиям, которые на сегодня регламентируют организацию работы летних оздоровительных организаций. Но это Санпин 3648, санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения. Это требования к организации питания, это требования вот в период работы ковида, требования новые, которые только с 1 сентября 2021 года введены, санитарные требования по профилактике инфекционных болезней, профилактика новой коронавирусной инфекции и требования по безопасности, безвредности человека. Следующий. По санэпидзаключению мы с вами сказали, что любой лагерь на сегодня правительство определяет единственную организацию, которая определяет возможность работы летних организаций, это управление Роспотребнадзора, которое выдает документ, подтверждающий соответствие и возможности работы учреждения, как учреждение отдыха и оздоровления. Следующее. По медицинским осмотрам. Вот еще хочу обратить внимание по гигиенической подготовке и аттестации. Гигиеническая подготовка у всех сотрудников лагеря проходит 1 раз в 2 года, и работники пищеблока 1 раз в год. Если сотрудник школы дальше продолжает работать в лагере с дневным пребыванием, гигиеническую подготовку отдельно он не проходит, медицинский осмотр, который он проходил как педагог, он действителен. Следующий. По уведомлению. Уведомление должно быть обязательно, оно проверяется, мы отчитываемся перед прокуратурой, она проверяет периодически все уведомления, которые направлены в адрес управления. Следующее. Продолжительность смены, она определена только для стационарных лагерей, для лагерей с дневным пребыванием она не определена, поэтому длительность устанавливает учредитель организации. Следующее.
Минимальный набор помещений, которые необходимы в лагере с дневным пребыванием. Это обязательно помещение для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовая. Вновь вводится помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалка для верхней одежды, кладовая с фотоинвентаря, туалеты, помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезраствора. В помещениях пребывания и указываются эти помещения в лагерях. Это игровые, помещения для дополнительного образования, помещения для дневного сна. Обязательно устанавливаются рециркуляторы. Это для того, чтобы обрабатывать воздух. Кроме того, необходимо сказать, что по приказу Министерства здравоохранения и нашим документам помещения для оказания медицинской помощи должны иметь лицензию для оказания медицинской помощи, то есть это лицензионные медицинские кабинеты, что вызывает, конечно, затруднения для открытия лагерей, которые не имеют данное помещение. Дальше, следующий слайд. По справкам мы с вами говорили, что обязательно наличие сведений об отсутствии контакта. Эти данные вносятся не ранее, чем за 3 дня до отъезда или прихода в лагерь. Следующий. При перевозке. Вот про перевозку я хотела обратить внимание. Каждый год мы получаем рапорты Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, наше управление по России, где наши детей везут с нарушением, грубейшим, с нарушением санитарных правил. Следующий слайд. Какие требования? Это указано в санитарных правилах. Это 1 сопровождающий на 12 человек. Питание с интервалом не более 4 часов. Организация питьевого режима. Следующее. Если дети находятся более 12 часов, группа детей в количестве детей 30 человек, организатор поездки должен обязательно организовать, как-то вот хотелось бы, да, так, вот, должно обязательно сопровождаться медицинским работником. Если ребенок находится в пути с группой больше 1 дня, это 24 часа, должно быть обязательно горячее питание. Кратность питания, но через 4 часа. При нахождении менее 1 дня, менее 24 часов, то определяется соответствие с требованием. Следующий слайд. У каждого ребенка, входящего в состав организованной группы, должна быть медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями, оформленная при формировании группы не более чем за 3 рабочих дня до начала поездки. Следующий слайд. Не менее чем за 3 рабочих дня до отправления группы железнодорожным транспортом данная информация отправляется в управление Роспотребнадзора. Следующий слайд. Значит, еще по перевозкам хотела бы остановиться. Информация, которая отправляется нам о вывозе детей за пределы Республики Коми, эту информацию мы сразу же отправляем в тот регион, куда едут дети. Управление Роспотребнадзора по тому региону, где ждут наших детей, они выезжают на этот объект, они смотрят и нам дают информацию, можно ли или нельзя. Кроме того, по санитарному законодательству только управление Роспотребнадзора решает вопрос о возможности выезда в зависимости от эпидситуации. Ну, допустим, ситуация тяжелая в каком-то регионе, они нам сообщают, мы не можем принимать ваши группы, у нас определенная ситуация. Или они нам ставят определенные условия. Ну, допустим, что там у них очень много укусов клещевого энцефалита, они нам говорят, что мы примем, но только те, кто привит, и особенно взрослый контингент, тогда мы принимаем. То есть они нам ставят определенные условия для того, чтобы наших детей вывозили. Те организации, которые вывозят детей и не дают нам информацию, они всегда сталкиваются с тем, что они, попадают в период перевозки и в период размещения, их обязательно обнаруживают, и ситуация очень тяжелая, потом судебное решение. Вот я сегодня была на суде по неправильной перевозке детей из нашего региона. Вот. И в отношении горячего питания. Сотрудники управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, они заходят в эшелон и идут по вагонам, если видят организованную группу, они спрашивают о наличии договора по организации горячего питания. Если группа большая, то спрашивают наличие медицинского работника, наличие диплома медицинского работника и смотрят документы, которые с детьми везут. Это медицинские справки
подтверждающие отсутствие контакта у детей в период выезда. Значит, следующий слайд. По обследованию мы с вами поговорили. Дальше. Да, еще что хотела сказать по вакцинированию. На сегодня санитарными правилами определяется так, что сотрудники, которые работают в оздоровительных организациях, рекомендуется принимать их с тем, что они привиты. Возможно, наличие, по постановлению главного врача, мы допускаем, 80% сотрудников должны быть привиты, 20% могут быть не привиты. Но если в учреждении отдыха будет занос ковида, это любым сотрудникам или ребенком, то все сотрудники, которые не имеют прививки, они будут отстранены от работы. Теперь вопрос очень серьезный по акарицидным обработкам по укусам клещей. На сегодня прогноз эпидемиологов очень тревожный, потому что погода вот такая влажная, затяжная. Затем вот очень тепло и очень влажно, что способствует большому выходу и выплоду вот этих клещей. И уже на сегодня их очень много, а в июне месяце прогнозируется чрезвычайно высокое количество укусов. Поэтому все учреждения, которые находятся на эндемичных территориях, должны обязательно проводить акарицидные обработки. И сегодня я даже знаю по городу Сыктывкар ситуация очень тревожная. Вот это наличие снега и дождей, оно задержало обработку, обрабатывает и выползает клещи, надо сказать, только в сухую погоду, и обрабатывает и исследует сухую погоду. Поэтому обязательно лагерь должен обязательно провести акарицидную обработку, а затем через 3-5 дней после акарицидной обработки провести контроль эффективности, хорошо обработали или нет. И открытие лагеря возможно только при наличии 2 документов. Это акарицидная обработка, справка и документ, подтверждающий энтомологический контроль о том, что клещей на территории нет. Отсутствие этих 2 документов последует следующий наш документ о закрытии лагеря, так как не соответствующий при отсутствии вот этих акарицидной обработки. Следующий. По следующее санитарное право к организации питания. Следующее. При формировании, значит, лагеря обязательно наличие примерного меню. Меню должно учитывать, что это лето, и поэтому никаких салатов из квашеной капусты типа винегретов в лагере с дневным пребыванием не должно быть. Меню должно быть адаптировано к сезону и к тому времени провождению, которое будут занимать дети. Поэтому меню должно быть правильным, сезонным и таким вкусным, так сказать. И дальше в организациях, которые вот это меню сделали, они согласовали с оператором питания или с директором школы, если это питание организовывается школа, но никаких отклонений от меню не должно быть. Меню должно быть настолько продуманным, что его заменять нельзя. Только в исключительных случаях, какие-то чрезвычайно форс-мажорные обстоятельства, от меню можно отойти. Следующее. Еще по санитарных правилах указывается по перевозкам, указывается, вновь повторяется интервал в питании не более 4 часов, и время, когда дети не едят, это значит с 23 до 7 вечера дети можно оставить без питания. Следующее. Все. На этом информацию я вам донесла все по санитарным правилам и все требования, какие на сегодня действуют. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Спасибо большое. Мы переходим к следующему вопросу. Я предоставляю слово Ивану Федоровичу Чадину, заместителю директора по научной работе Института биологии Коми-научного центра Уральского отделения Российской академии наук, кандидату биологических наук, который расскажет о борщевике Сосновского и как избежать ожогов. Да, пожалуйста. Уважаемые участники совещания, меня пригласили доложить информацию о том, как избежать опасностей, связанных с борщевиком Сосновского, с которым могут столкнуться дети. Борщевик у нас преимущественно растет в центральных и южных районах Республики Коми.
Тем не менее, дети из северных регионов нашей республики могут оказаться в более южных регионах. Он распространен по всей умеренной полосе европейской части России и может доставить серьезные неприятности и угрозы, представлять довольно серьезную угрозу здоровью взрослых и детей тем более. Значит, есть очень простой надежный алгоритм, я его могу изложить на 2-3 слайдах, он очень простой. Чтобы избежать ожога борщевика Сосновского, надо, во-первых, определить, что перед вами находится борщевик Сосновского, а во-вторых, не приближаться к нему. Вот и весь алгоритм. Можно было заканчивать мой доклад. Можно даже еще более надежный алгоритм применить. Даже если вы не знаете или подозреваете, что это может быть борщевик Сосновского, ребенок, не каждый ботаник может определить точное видовое название каждого вида растений, с которым он сталкивается. Даже если это растение похоже на борщевик Сосновского, лучше просто к нему не подходить, и это с гарантией вам обеспечит. Борщевик за вами не погонится, за ребенком не погонится, поэтому если вы видите что-то похожее на борщевик Сосновского, просто не подходите и не подпускайте детей к нему. Как научиться определять, что, или подозревать, что перед вами борщевик Сосновского? В современных условиях это очень просто. Можно взять любой поисковый сервер, неважно, любую социальную сеть, набрать там слово «борщевик Сосновского», и вывалится куча картинок. На эти картинки достаточно посмотреть, и чтобы запомнить очень характерный вид этого растения. Если человек никогда не видел борщевика Сосновского вживую, он, конечно, будет принимать и укроп за борщевик Сосновского, тем более борщевик сибирский за борщевик Сосновского. Но это не страшно, пусть он лучше ошибается и лишний раз боится приближаться к любому растению семейства зонтичных, которые имеют вот такие шапки характерные, и вообще крупное зеленое растение. Просто лучше знать, что лучше к нему не подходить. Вдруг это борщевик Сосновского. Чем опасен борщевик Сосновского? Что обуславливает его такие свойства? Это соединения из класса фуранокумаринов. Они обладают очень специфической биологической активностью. Они вызывают ожоги при действии ультрафиолета. То есть нужно соблюдение 2 условий: попадание на кожу человека и воздействие ультрафиолета. Летом эти все условия будут обеспечены с гарантией, надо исходить из этого. Поэтому, если было соприкосновение с открытого участка тела с борщевиком, вероятнее всего будет на этом месте ожог, может быть очень серьезный. Эту картинку я быстро пролистну. Можете потом посмотреть или показывать его, чтобы напугать детей или тех, кто не верит, что можно получить ожоги. Ожоги получить можно, и это очень просто. Особенность еще в том, что прикосновение к растению не вызывает никаких неприятных ощущений у человека, и последствия ожогов начинают проявляться только через сутки. Он постепенно развивается, уже человек далеко находится от того места, где был борщевик, находится в помещении, нет никакого ультрафиолета рядом, а ожог начинает развиваться с каждым часом все острее и острее происходит развитие. От чего зависит степень ожога, который получает человек? Это от количества фуранокумаринов, попавших на кожу, то есть количество частоты контактов, там, степень количества сока там, или просто прикосновения. От дозы ультрафиолета. Доза ультрафиолета определяется как интенсивностью излучения, так и продолжительностью воздействия этого источника. И наличие или отсутствие увлажнения пораженного участка кожи. Увлажнение ускоряет проникновение фуранокумаринов в кожу. Вот это вот важный момент, который надо запомнить. Потный человек или в страхе после того, как был контакт с борщевиком, человек просто намочил руки, думая, что он помыл их, и это обезопасило его, это только ухудшит ситуацию. Поэтому что делать, если произошел контакт кожи человека с любой частью растения борщевика? Первое, самое главное, это укрыть кожу от света, дневного света, от ультрафиолета, просто от дневного света. Ультрафиолет есть за облаками, это мы отдельно еще скажем. Неважно, где на улице, есть ультрафиолет всегда. В любое время года, пока солнце не зашло за горизонт, ультрафиолет есть. Поэтому укрыть кожу надо, то есть любой одеждой или зайти в помещение и так далее. Промывать кожу нужно этиловым спиртом. Хотя фуранокумарины хорошо растворяются в воде, тем не менее лучше всего они лучше растворяются в различных спиртах, но доступный у нас пищевой продукт этиловый спирт. Водный раствор любой лучше, чем просто вода. Если нет спирта, то можно водой, но вода обязательно с применением мыла. Нужно создать щелочную среду, тогда
значительная часть фуранокумаринов вступит в химическую реакцию и инактивируется. И место, которое контактировало с борщевиком, нужно просушить и перевязать. То есть, или укрыть, самое надежное — это перевязку сделать. Даже если там сейчас ничего нет, это просто обычная участка кожи, ничего нет. Эффективность принятых мер можно будет оценить через сутки. Если появились покраснения кожи или неприятные ощущения, то следует повторить обработку спиртом и сделать перевязку. Если ожог продолжает развиваться и он уже появляется волдыри и, в общем, не помогает ничего, перевязки надо продолжать, а дальше лечить уже по схеме, как обычно, термические ожоги лечат, обращаться к врачу, или там, если не сильная степень, то какие-то традиционные меры по лечению ожогов. И на протяжении всего времени, пока развивается вот эта болезнь ожоговая, нужно избегать воздействия ультрафиолета. Ультрафиолет, каждое его воздействие будет усугублять это. Часто задают вопрос, какие части борщевика более опасны, какие менее опасны, есть ли какие-то у растения безопасные части. Ответ простой. Все части живых растений опасны. Семена — это тоже живые растения, в таком особом состоянии, они тоже опасны, тоже содержат фуранокумарин. В какой сезон и при какой погоде борщевик наиболее опасен? Тоже очень простые ответы. Борщевик опасен с момента схода снежного покрова, он сразу же начинает прорастать после схода снега. Снег, который тут выпадал, он совершенно ни по чем, он успешно растет. И до установления стабильного снежного покрова борщевик опасен. Только сухие палки, которые торчат зимой из сугробов, вряд ли они кому-то из детей интересны, вот они не опасны. А семена, которые на них могут остаться, они опасны. И при любой погоде, неважно какая погода. Он может быть более опасен, менее опасен, но ожоги вызовет так или иначе. Надо учитывать, что в пасмурную погоду ультрафиолет успешно проникает, больше 80% проникает сквозь облака. И даже вот из интернета вот картинка, что есть рекомендация о том, как загорать в пасмурный день. Это означает, что и ожоги в пасмурный день получится от загорания. А если еще дождь идет, то влажная кожа еще усугубится. Что-то еще разочек. Так, значит, если вдруг это уже вряд ли детей привлекать к такой работе нельзя, но если вдруг на территории школы что-то надо будет там или детского оздоровительного лагеря сделать с борщевиком, надо учитывать, что работники, которые это проводят, должны соответствующую спецодежду использовать. Перчатки нужно использовать двойные. Первые должны быть непромокаемые, там нитриловые, латексные, резиновые перчатки. Сверху одеваются хлопчатобумажные перчатки, которые предотвращают разрыв довольно тонких перчаток, которые резиновые. Еще сверху надо непромокаемый нарукавник одевать, потому что место контакта рукава и перчатки должно быть надежно защищено от проникновения, прикосновения борщевика. Одежда с капюшоном, штаны, вся, которая укрывает от попадания солнечного света прежде всего. Сапоги резиновые рекомендуются, бейсболка в сочетании с капюшоном дает более-менее приличную защиту. Если еще предполагается какое-то более интенсивное взаимодействие с борщевиком, нужно одевать маску водонепроницаемую, защитную маску, которую обычно надевают. Также надо помнить, что спецодежда и инструмент, контактировавший с борщевиком, это источник опасности. Даже если эта одежда пролежит больше года, она по-прежнему будет представлять опасность. Ручки инструментов, которыми работали с борщевиком, прикасались потом к ручкам с инструментами, они голой рукой, если прикоснуться к ним, тыльной стороной ладони, можно получить ожог. Всю одежду нужно стирать в стиральной машине со стиральным порошком, большим количеством воды, это все освобождается. Ну и все, благодарю за внимание. Спасибо большое, Иван Федорович, за интересную информацию. Ну, а мы продолжаем. Наши коллеги уже потихонечку уходят. Мы благодарим их за участие в нашем мероприятии. Мы еще встретимся с некоторыми и завтра, в том числе на нашем онлайн-родительском собрании. Ну, а мы продолжаем. Я передаю слово Кармановой Юлии Владимировне, старшему методисту Центра воспитания и социализации личности, поддержки детских и молодежных инициатив дополнительного образования нашего института, которая напомнит вам о том, что с 1 июля у нас проводится республиканский конкурс на лучшую программу профильной смены детских оздоровительных лагерей. Пожалуйста, Юлия Владимировна.
Да, здравствуйте, дорогие коллеги. Очень рады вас приветствовать на нашем мероприятии. И как Анжелика Васильевна сейчас уже сказала, да, мы действительно напоминаем о том, что скоро начнется прием заявок сначала у вас на муниципальном уровне, на конкурсе лучших программ и методических кейсов по организации отдыха детей и их оздоровления. Напоминаем вам, что конкурс будет проходить в течение 3 месяцев в этом году, с 1 июля по 30 сентября. Муниципальный этап будет проходить с 1 июля по 14 августа, и республиканский этап будет проводиться с 15 августа по 30 сентября. Напоминаем вам, что конкурс проводится в целях совершенствования содержания форм и технологий организации летнего отдыха и оздоровления, поддержки инициатив и перспективных программ в сфере организации отдыха и оздоровления детей. В конкурсе могут принимать участие юридические лица, некоммерческие и коммерческие организации разных типов и индивидуальные предприниматели Республики Коми, принимающие участие в организации отдыха и оздоровлении детей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Значит, что еще необходимо, коллеги, заметить, да, что у нас всегда есть номинации. Еще раз повторюсь, что 4-я номинация у нас пока под вопросом, то есть здесь принимается пока еще решение. Но 3 номинации будут точно. Это программы стационарных организаций оздоровления и отдыха, программы лагерей с дневным пребыванием и программы лагерей труда и отдыха. И вот 4-я номинация, которая пока у нас сейчас еще под вопросом, этот вопрос сейчас у нас решается, это программы палаточных лагерей. Может быть, у нас будет вот такая номинация заявлена. Так, значит, что еще необходимо, коллеги, отметить, что уже 30 сентября, сразу как конкурс у нас завершится, оргкомитет на основании заключения экспертной комиссии будет подводить итоги, утверждают победителей и, как правило, вручаются в торжественной обстановке наградные материалы. Вот. Может быть, у вас какие-то есть вопросы, коллеги, по конкурсу программ, методических кейсов. Обратите, пожалуйста, внимание на название, как он называется. То есть это методический кейс. То есть, пожалуйста, постарайтесь, кто хочет участвовать в этом году, что действительно у вас должна быть очень хорошо отражена методическая составляющая. В прошлом году мы стали в республике одним из лауреатов, и как раз методический блок очень понравился заявленный. Да? Так что, пожалуйста, кто хочет в этом году участвовать снова или впервые, на этот момент особо нужно обратить внимание. Спасибо, у меня все. Спасибо, Юлия Владимировна. Уважаемые коллеги, у нас остался всего один вопрос. Значит, я так скажу, что первая часть нашего заседания, которая была посвящена именно безопасности наших детей в летний период, она завершена. Мы с вами поговорили и о пожарной безопасности, и об обеспечении трудового, не обеспечение, а именно соблюдение вами трудового законодательства в деятельности детских оздоровительных организаций. Поговорили о водной безопасности, о дорожной безопасности, антитеррористической безопасности, профилактике правонарушений и преступлений, также соблюдение санитарных норм. Также вы сегодня узнали более подробно, как же нам оберегаться от борщевика. Напомнили мы вам о лучшей программе, да, о конкурсе, в котором вы можете участвовать. В общем-то, обо всех мерах, которые вами должны быть предприняты, мы сегодня вновь поговорили. Я хочу вам напомнить, что завтра в 17:30 у нас состоится онлайн родительское собрание по обеспечению безопасности детей в летний период. Поэтому обратите внимание на информационные письма, которые были мной отправлены позавчера, и просим организовать участие родителей, законных представителей в данном родительском собрании. Ну а сейчас я передаю слово. А есть вопросы? Да.
Да, вот Вочевская средняя образовательная школа задает вопрос. Мы ссылочку вам обязательно пошлем. Коллеги, конечно, информация об итогах есть. Может быть, вы просто не сориентировались на нашем сайте КРИРО. Обязательно вам вышлем. Спасибо. Значит, а сейчас я передаю слово Саврасовой Наталье Леонидовне. Это представитель Национальной библиотеки Республики Коми, которая вам расскажет о том, что будет проводиться в ближайшее время анкетирование соответствия фондов школьной библиотеки потребностям преподавателей и учащихся для библиотекарей сельских общеобразовательных школ Республики Коми. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые директора. Да, я Невера Владимировна Саврасова Наталья Леонидовна, заместитель директора Национальной библиотеки Республики Коми. Не столько речь пойдет об анкетировании, сколько о наших ресурсах. Я несколько слов скажу, а об анкетировании в самом конце. Значит, основной постулат, да, что и школы, и библиотеки имеют некую общую цель. Все мы хотим, чтобы у нас наши дети были умные, чтобы они читали книги, чтобы у них эти книги были, и как можно больше источников литературных мы могли использовать и были у нас в доступе. Ежегодно проводится мониторинг школьных библиотек. Школьные библиотекари опрашиваются. И одной из главнейших проблем, которые они называют, это нехватку литературы, той литературы, которая не относится к учебной. То есть это не учебники, а художественная литература, периодическая, научно-популярная и так далее. Такая литература либо в плохом состоянии, либо ее не хватает, либо вообще ее нет в школьных библиотеках. И такая литература есть у нас. Она есть в национальной библиотеке, она есть в муниципальных библиотеках, которые присутствуют в каждом населенном пункте, наверное, нашей республики. Ну, за исключением совсем уж маленьких. Отсюда следует вывод, что нам нужно вместе работать, что мы можем вместе работать, и библиотеки могут снабжать школы необходимой литературой. Значит, два направления сотрудничества, которые у нас могут быть обозначены, это информационно-методическое обеспечение, то есть это литература, которую мы можем вам предоставить, и некие занятия мы можем обучить либо школьных библиотекарей, либо непосредственно школьников и учителей. Мы можем научить пользоваться электронными каталогами, мы можем научить пользоваться электронными ресурсами, электронными библиотеками, для того, чтобы у них был доступ к тем литературным источникам, которые можно найти в сети, либо взять в библиотеках. Ну, тут вот кратко у меня несколько слайдов, которые демонстрируют наши фонды. Это фонды Национальной библиотеки Республики Коми, которые доступны для образовательного процесса. У нас есть издания периодически для руководителей школ, у нас есть издания для учителей и предметников, например, для учителей русского языка и литературы, для учителей иностранного языка. Хочу обратить внимание, что это не просто какие-то журналы, а журналы именно для изучающих иностранный язык. Здесь и французский, и немецкий, и английский язык. Далее для естественников тут география, химия, физика, биология в школе. И также для других дисциплин тут и история, обществознание, искусство, физкультура и так далее. Это был обзор только периодических изданий. Книжный фонд библиотеки составляет более 850 тысяч экземпляров. И там, поверьте, тоже найдется, что для образовательного процесса взять, почитать. Значит, каким образом могут школы республики получить эту литературу? Значит, у нас есть 3 варианта сотрудничества. Это межбиблиотечный абонемент, коротко МБА. Да? Значит, по МБА заказываются книги, школа может заказать книги в библиотеке, и доставка их либо самовывозом, это те, кто может сюда доехать и взять. То есть можно попутно, например, если из вашего муниципалитета идет транспорт, можно договориться, чтобы заглянули к нам, мы эти книги передадим. Либо это по Почте России, ну, как вы понимаете, в таком случае придется оплачивать доставку. А второй вариант предоставления литературы – это электронная доставка документов. Электронная доставка документов – это сканированные копии. Сканы могут быть не всего издания, а каких-то его частей. Допустим, какая-то глава из книги, либо статья из журнала, либо там статья из газеты. То есть вы заказываете эту статью, и по электронной почте на адрес школы приходит
вот эта вот копия, и ей можно воспользоваться и ее читать. Третий вариант – это передвижные выставки. Ну, передвижную выставку по почте будет пересылать, конечно, очень дорого, поэтому, конечно, здесь главное самовывоз. Когда мы подбираем по определенной теме набор литературы, книги, в основном книги, конечно, идут на передвижные выставки, но частичные журналы тоже мы можем выдавать. Набор этой литературы предоставляется школе, и школьной библиотеке уже выдается ученикам, учителям, всем, кому нужна эта литература. Значит, для того, чтобы получать литературу таким образом, вот такая схемка очень простенькая. Для этого нужно сначала подписать договор с Национальной библиотекой, школа подписывает договор. После подписания договора получает логин и пароль от личного кабинета. Параллельно происходит обучение школьного библиотекаря. Мы показываем, как пользоваться электронным каталогом, как делать заявки, как оформлять заявки на сайте Национальной библиотеки через личный кабинет. Школьный библиотекарь обученный делает заказ литературы, эта литература получается в школу и происходит выдача, ну и использование, если это электронная доставка. Тут у меня два маленьких скриншота с нашего сайта, это личный кабинет, и вот пример передвижных выставок, их можно бронировать. Здесь вот первая, вторая выставка вошли, список этот 79 пунктов сегодня смотрела у нас на сайте, вот он достаточно большой, можно смотреть, можно бронировать и получать. Внизу ссылочка на бронирование передвижных выставок, ну, опять же говорю, нужно сначала договор заключить. Так, вот это контакты, контактное лицо Пантелеева Вера Владимировна, которая должна была сегодня об этом во всем рассказать. И, значит, я сказала уже о том, как можно получать литературу, скажу буквально два слова про обучение. У нас есть опыт, когда мы проводили семинары для наших библиотекарей учреждений культуры, муниципальных библиотек. У нас был такой проект, называется, ну, он не был, до сих пор реализуется, называется он «Библиоэкспресс. Задание доставкой на дом». Мы выезжаем в какой-нибудь населенный пункт, например, в Ухту, и те библиотекари, которые находятся в северных районах, им проще добраться до Ухты, чем доехать до Сыктывкара. И мы там встречаемся. То есть они там собирают, организовывают на базе Ухтинской библиотеки городской площадку, где мы проводим семинары и обучаем информационному поиску, мы рассказываем, какие у нас есть ресурсы, мы учим пользоваться электронными библиотеками. То есть много таких тем, которые библиотекари вот, ну, должны знать, и им не мешало бы их освоить. Библиотекарь делаем это по заявкам библиотекарей. При желании можно этот опыт трансформировать и на сферу образования, но в данном случае инициатива должна исходить от вас, потому что, ну, как бы можем сделать такой же выезд, допустим, опять же, в сторону севера, да, там в Ухте или еще где-то, где можно было бы собрать школьных библиотекарей, и мы бы показали, как пользоваться нашими ресурсами. Вот. Если мы получим такое приглашение, то мы можем выехать, сделать такой выезд. Так. И там что-то еще. Да, там несколько слайдов презентации еще, я их не буду озвучивать, потому что я уже, в принципе, все сказала. Да, тут описано, что такое межбиблиотечный абонемент, что такое электронная доставка документов. Вот, более подробно это Вера Владимировна подготовила вот такую информацию. Можно смотреть. Значит, для школьных библиотекарей у нас есть видеоролики, у нас есть инструкции, то есть можно посмотреть, можно поучиться и узнать, как пользоваться нашими ресурсами. Значит, для того, чтобы подытожить, скажу, что договоры на сотрудничество можно заключать уже сейчас. Что касалось анкетирования, мы хотим составить анкету, чтобы понять, как нам лучше и эффективнее сотрудничать. Нам нужно понимать, а чего, собственно, в школах не хватает, потому что детальной информации у нас на сегодняшний день нет. То есть есть некие отзывы от библиотекарей, что вот литература старая, потрепанная, ее мало. Какая литература, что конкретно не хватает. Вот хотелось бы более подробной какой-то такой информации. И в таком случае мы могли бы и силами Национальной библиотеки Республики Коми как бы эту проблему порешать, и подключить также муниципальные библиотеки районов республики, да, чтобы они тоже в этом поучаствовали. Возможно, мы каким-то другим образом покомплектуемся, закупим какую-то литературу необходимую, которой не хватает в школах.
То есть некое такое совместная работа, совместное сотрудничество для того, чтобы вот решить проблему нехватки литературы. Анкеты мы разошлем через Криро, уже разработали, да. На следующей неделе они уже поступят в наши образовательные организации, нашим школьным библиотекам. Вот, для того, чтобы для дальнейшего сотрудничества. А вот на сегодняшний момент вы можете связываться с Верой Владимировной. Сейчас я обратно вернусь на картинку вот с контактами. Тут указаны телефоны, электронная почта. Это у нас ответственный сотрудник за вот эти услуги библиотечные. Спасибо за внимание. Спасибо, Наталья Леонидовна, за информацию. Ну, а в конце уже нашего заседания, уважаемые руководители, хочу довести до вас такую информацию, что с 1 июня у нас уже стартует республиканский конкурс «Классный-классный». Значит, с 1 июня по 30 сентября. Первый заочный тур до 10 сентября. Нужно представить видеоролик «Лидер воспитания» и эссе. Буквально на днях вы также получите положение о данном конкурсе. Ну а те, кто проходят во второй тур, они уже участвуют в конкурсных испытаниях «Классный час» и «Мастер-класс». Ну и еще одно большое мероприятие планируется у нас в июне. 15 июня впервые в Республике Коми пройдет первый региональный форум классных руководителей. На сегодняшний день направления форума уже сформированы. Буквально до пятницы вы получите уже информационное письмо, и мы будем очень рады, если вы поучаствуете в нашем форуме и в качестве спикеров, можете показать свой опыт по тем направлениям, которые будут вам предложены, ну и в качестве участников. Сразу же скажу, что данный форум будет очный. Поэтому мы, наконец-то, все дружно встретимся в Коми Республиканском институте развития образования. Ну что, уважаемые руководители, наше заседание подходит к концу. Я желаю вам, чтобы летняя оздоровительная кампания прошла хорошо, чтобы не было никаких происшествий. Ну, терпение, наверное, вам и сил, потому что если многие из ваших сотрудников уходят в отпуск, то вы дальше работаете, занимаетесь оздоровительной кампанией, трудоустройством наших несовершеннолетних, ну и, конечно же, готовите наши образовательные организации к новому учебному году. Поздравляю вас с завершением учебного года, ну и всего вам хорошего. До завтра. Завтра в 17:30 мы снова встречаемся здесь уже на онлайн родительском собрании. До свидания.